В Мирнинском районе с начала эпидемиологического мониторинга наблюдается повышение заболеваемости ОРВИ в дошкольных общеобразовательных учреждениях. Подробнее в сюжете Марфирины Алексеевой. На сегодняшний день заболеваемость в дошкольных учреждениях Мирнинского района возросла и составляет около 15%. В связи с этим негодование родителей возрастает. Многие негодуют, говорят, что ребенок выйдет с больничного снова и снова начинает болеть. А связано это с тем, что воспитатели не проверяют детей и допускают заболевших в группу. У нас такое было, что как бы пошел активный, я там наигрался, и все, у него тут же горло что-то. Медперсонал так-то обязаны каждое утро проверять детей на заболевания. Ну, как бы, мое мнение. Я не знаю, есть это сейчас в садиках, нету, но они обязаны осматривать каждую группу, смотреть. Дело в том, что каждый день врач не находится в садах. У нас много садов, врачей мало. Поэтому вот утренний фильтр мы тоже принимаем участие, но реже, чем хотелось бы, конечно. Сотрудники детского сада, в свою очередь, рассказывают о том, что многие родители приводят детей в сад и тщательно скрывают нездоровое состояние ребенка. И мы в беседе с ребенком выясняем, что утром ему давался какой-то дома препарат, и, естественно, ребенок уже пришел в детский сад с недомоганием. Да, трения у нас бывают, но мы стараемся объяснить всем родителям, что мы отстраняем деток. Иногда наши родители, ну что там лукавить, конечно, они у нас безответственные, потому что, зная о том, что ребенок чувствует себя уже плохо, они все равно приводят ребенка, и потом мы очень долго не можем до них дозвониться. Замкнутый круг. Чтобы избежать данную проблему, врачи советуют вовремя прививать детей. В этом году наблюдается существенное понижение заболеваемости за последние 5 лет. Возможно, это связано с ранней вакцинацией. Мы помним 2016 год, когда мы были вынуждены закрыть детские сады, и тогда была эпидемия гриппа. 17-18 год у нас мы были в 19%, 21% был. С января месяца в автономную организацию «Алмазик» входят все сады Мирнинского района. Это 213 групп, из них 32 под карантином. В прошлом году в организацию входило 186 групп, 50 из них было в режиме карантина. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный.